первом матче чемпионата Европы КОНИФА 2019 сборная Абхазии встретилась со сборной Чамерии. Проигрывая 1:0 в первом тайме, абхазские футболисты сумели отыграться во второй половине матча и в итоге одержали победу со счетом 3:1. Во второй встрече группового этапа наши футболисты встретились с командой САПМИ из Лапландии и обыграли ее с минимальным счетом 1:0. Следующим соперником сборной Абхазии была команда Арцаха. Матч выдался напряженным. По окончанию игры счет на табло остался ничейным — 1:1. Сыграв в ничью со сборной Арцаха, сборная Абхазии обеспечила себе выход в полуфинал международного турнира. В группах все команды провели по 2 игры, из каждой вышло по 2 сборные, которые продолжили борьбу в полуфинале. Ими стали команды Абхазии, Южной Осетии, Западной Армении и Чамерии. Костяк нашей сборной Абхазии составляют очень молодые игроки, которым от 20 до 23 лет. Естественно, сказалось то, что не в оптимальном составе наша сборная выступала. Многие те игроки, которые могли бы усилить нашу сборную Абхазии по той или иной причине, по причине травмы или кого-то не отпустили из своих клубов, не смогли принять участие. Мне понравилось очень выступление нашего вратаря Инала Кацуба, это воспитанник нашего сухумского нарта. И мне хотелось бы еще отметить, конечно, Шабата Логу, капитана нашей сборной Абхазии. Помимо того, что он забил 3 гола в этом чемпионате на данный момент, то он руководил, дирижировал этой игрой. Средняя линия достаточно неплохо сыграла. Там можно отметить Виктора Пимпе, тоже очень положительно, Хугаева, Алана. Вот эти игроки, которые, на мой взгляд, делали основной костяк нашей сборной. Все матчи с участием сборной Абхазии зрители имели возможность смотреть в прямом эфире абхазского телевидения. Игры комментировал наш коллега, спортивный обозреватель Адгур Гунба. Я думаю, что мы выполнили поставленную задачу. Главная цель была показать нашим телезрителям футбол с участием нашей сборной, несмотря на то, что были сбои во время эфиров, потому что это связано с получением сигнала от Нагорного Карабаха. Но, тем не менее, мы показали все матчи, и у нашего зрителя была возможность поболеть за нашу команду. Это главная задача. Хочу поблагодарить всю команду, которая работала над этим, включая главного режиссера, операторов, звукорежиссеров. Формат вы сами видели. Ничего нового мы не стали придумывать, все обычно. Мы приглашали гостей, которые понимают футбол. И самое главное, хочу подчеркнуть, что мы вещали на родном, на абхазском языке. Я считаю, что телезритель доволен тем, что он слышал и видел. Полуфинальная игра между сборными Абхазии и Западной Армении прошла 6 июня на стадионе Степана Керта и привлекла внимание сотен болельщиков. На 10-й минуте матча игрок сборной Абхазии Алан Хугаев вывел нашу команду вперед, забив мяч в ворота соперников 1:0. Преимущество в счете абхазы сохраняли до 33-й минуты, пока один из игроков абхазской сборной не нарушил правила. Арбитр назначил пенальти, который Западная Армения успешно реализовала. Счет на табло 1:1 остался до конца основного времени. Далее последовала серия пенальти, в которой спортивная удача была не на стороне сборной Абхазии. Абхазские футболисты не отбили и не забили ни одного гола. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу сборной Западной Армении. Психологическое состояние, конечно же, подавленное у игроков. Они приехали в Степанакерт не для того, чтобы играть в матче за 3-е место. Команда приехала, чтобы играть в финале и сделать все, чтобы стать чемпионом. А в полуфинале в основное время были моменты, неплохие моменты. Было несколько, прям что называется, не опасных, а именно голевых моментов. Не получилось реализации. Где-то нам не повезло, где-то, может, чего-то не хватило. В общем, результат случился такой, что в серии после матча в пенальти мы не смогли забить ни один пенальти. Я думаю, что к этому уже надо привыкать, что, как сказал наш главный тренер, пенальти — это не наш вид спорта. Но это все футбол, это все игра. За что мы любим футбол? За ее непредсказуемость. Теперь будем играть за 3-е место. Самое главное в этой ситуации — это забыть полуфинал. Вот это самое главное и самое сложное. Если ребята смогут перезагрузиться, забыть, что в полуфинале так обидно проиграли, то особых проблем
не должно быть. Свой заключительный матч в чемпионате Европы сборная Абхазия сыграет с командой Чамерии и поборется за третье место в турнире. Матч за бронзу состоится 8 июня, а за первое место будут бороться команды Южной Осетии и Западной Армении. Финал чемпионата Европы под эгидой КонФА состоится 9 июня. Саид Жарсаля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.